Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент ФИФА посетил Туркменистан, открыт прием заявок от граждан Туркменистана на поступление в МГИМО. Туркменистан может открыть пассажирские авиарейсы в страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы. И другие новости. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетил с рабочим визитом Туркменистан. В ходе однодневного визита глава ФИФА провел встречу с руководством страны и Национальной футбольной федерации. Кроме того, Инфантино посетил Международный Ахалтекинский конно-спортивный комплекс, где понаблюдал за выступлением туркменских джигитов известной группы «Галкыныш». Глава ФИФА также сообщил о планах создания учебно-методического центра Международной федерации футбола в Туркменистане. Открыт прием заявок от граждан Туркменистана на поступление в Московский государственный институт международных отношений МИД России. Регистрация доступна на русскоязычные программы бакалавриата. Информацию по поступлению в МГИМО, факультетам и направлениям вы всегда можете найти на сайте rusbak.mgimo.ru. КАМАЗ показал электробус собственного производства на выставке в рамках ITTC в столице Туркменистана. В начале 2023 года гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что предприятие поставило 2 электробуса и ультрабыструю зарядную станцию для проведения тестовых испытаний в условиях климата Туркменистана. Представитель автогиганта на выставке в Ашхабаде отметил, что тестирование техники еще продолжается. Казахстан модернизирует пункты пропуска на границе с Туркменистаном и Узбекистаном в Мангистауской области. Планируется обустроить и оснастить пункты Темир-Баба на границе с Туркменистаном и Тажен на границе с Узбекистаном. Модернизация позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска и, соответственно, товарооборот, внедрить новые технологии связи и передачи данных. Авиакомпания «Туркменистан» может открыть пассажирские авиарейсы в страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы. Об этом заявил председатель агентства «Туркмен Хова-Йолары» в ходе выступления на Международном транспортно-транзитном форуме в Ашхабаде. В перспективе могут быть доступны для прямого перелета из Ашхабада без пересадок Сеул, Токио, Милан, Джида, Хошимин и Ханой. Частная узбекская авиакомпания «Канот Шарк» приступила к выполнению программы чартерных туристических рейсов по маршруту Ташкент, Тель-Авив, Самарканд. Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы по этому направлению 2 раза в неделю по понедельникам и средам. «Канот Шарк» – первая частная авиакомпания Узбекистана, основанная в 1998 году. Авиакомпания специализируется на грузовых и чартерных пассажирских перевозках. В настоящее время флот авиаперевозчика состоит из 4 лайнеров Airbus. Страны Персидского залива рассматривают возможность создания единого визового пространства, аналогичного шенгенской зоне. Представители Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии обсудили такую инициативу на международной туристической выставке в Дубае. Доступность поездок по странам Персидского залива позитивно скажется на развитии туристической отрасли, а путешественнику не придется сталкиваться с ограничениями при пересечении границ, отметил директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидадин. Наполи сыграл в ничью 1-1 на выезде с Удинезе в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира впервые с 1990 года. Главным тренером Наполи является 64-летний специалист Лучано Спалетти. В последний раз клуб из Неаполя становился чемпионом Италии, когда в их составе играл аргентинец Диего Марадона. Главный тренер национальной сборной Туркменистана Мерген Оразов завершил 4-дневную стажировку в испанском Вильяреале. В Испании наставник туркменской сборной перенимал передовой опыт в организации тренировочного процесса. По словам Оразова, нынешняя стажировка открыла возможность для приобретения дополнительных знаний и стала важной ступенькой для покорения новых рубежей. В июне 2023 года сборная Туркменистана сыграет в турнире Центральноазиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Бывший нападающий сборной Туркменистана по футболу Владимир Байрамов сыграл за легенды Рубина на футбольном турнире в Казани, приуроченном к 65-летию клуба. Владимир Байрамов – известный нападающий, на счету которого 83 матча и 15 голов за Рубин. Байрамов родился в Ашхабаде, где окончил среднюю школу номер 39. За национальную сборную Туркменистана Байрамов провел 35 матчей и забил 16 мячей.
Завершив профессиональную карьеру игрока в 2013 году, Байрамов со временем начал тренировать Казанскую детско-юношескую школу Вахитовского района. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.